Идея проведения телемоста возникла не случайно. Формат пресс-конференции позволит анонсировать фестиваль, рассказать более подробно о его программе и содержательной части. За несколько дней до начала самого фестиваля Хибла Герзмава вместе с режиссером Александром Тителем и всей труппой проведет генеральную репетицию. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает пройдет на набережной Диоскура в Государственном историко-культурном заповеднике Сухумская крепость. У нас фестиваль происходит и родился, и живет, и дальше будет жить обязательно в Абхазии. Он немножко меняет свои географические ресурсы и растет дальше. У нас фестиваль добрый, у нас фестиваль несет музыку счастья. Это будет 2 вечера, как это обычно бывает на наших фестивалях. Один классический вечер, второй вечер джазовой музыки. И мы пытались с нашим театром сделать такую маленькую историю одной оперы. Международный фестиваль Хибла Герзмава приглашает был основан в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии. В 2014 году он расширил свои границы и состоялся в Москве. В 2015 году фестиваль проходит в золотых стенах знаменитого зала Music Verein в Вене, а в 2016 году был открыт в швейцарском Санкт-Морице. В свой юбилейный 15-й год фестиваль приезжает в Абхазию с постановкой «Медея», за которую Хибла Герзмава получила золотую маску. На самом деле 15-й фестиваль, он как юбилейный, абсолютно уникальный. У нас будет возможность в такой вот соединить. Мне кажется, это вот то мероприятие, когда все звезды сходятся. И Хибла, и наше наследие, где будет представлен прекрасный спектакль «Медея», и «Аргонавты», и «Черное море». И все мы с нетерпением ждем. И хотелось бы сказать о том, что фестиваль на самом деле за все эти 15 лет вырастил целое поколение искушенных зрителей в Абхазии. Мы начинали этот фестиваль в 2001 году, и тогда казалось, что есть много разного рода начинаний, художественных, музыкальных. И надо сказать, что здесь я очень рад, что этот фестиваль растет, и настойчивый, такой спокойный, настойчивой энергии Хиблы оказалось достаточно для того, чтобы он все время продолжался, рос, чтобы на ее родину приезжали еще и еще музыканты. С момента начала продаж билетов на фестиваль касса Русского драматического театра работала в авральном режиме. Билеты на оперный спектакль «Медея» были распроданы фактически за 4,5 часа, а билеты на концерт опера, джаз, блюз еще можно приобрести в кассах Русского театра, но осталось их не так много. Это объясняется тем, что для Абхазии фестиваль Хибла Герзмава приглашает событие экстраординарное и масштабное. В этом году «Медея» и джазовый концерт совместно с трио Данила Крамера. У нас 2 аншлага, это уже очевидно, на оба дня. И на «Медею», та очередь, которая была в билетную кассу на спектакль «Медея», мне кажется, это беспрецедентная очередь в театральной кассы в Абхазии, в истории, новейшей истории нашей страны. Но меня это не удивило, потому что и в Москве на «Медею» попасть практически невозможно. На 3-4 месяца вперед все билеты на этот спектакль распроданы. Это, безусловно, выдающаяся работа режиссера Александра Борисовича Тителя, выдающаяся работа актрисы и певицы Хиблы Герзмавой. Я думаю, что то, что наши зрители в Абхазии увидят этот спектакль, это будет важным, таким значимым событием в их жизни. Необходимо отметить, что цены на билеты были установлены с учетом финансовых возможностей населения Абхазии. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность, как это и было всегда. А поклонникам творчества великой певицы, которым не достались билеты на фестиваль, будут иметь возможность посмотреть онлайн-трансляцию спектакля и концерта. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.